Регионы Дальнего Востока станут первой территорией опережающего развития. Проект закона о торах в начале недели одобрен правительственной комиссией России, и сейчас законопроект активно обсуждается в регионах Дальнего Востока. Так, сегодня секретарь Общественной палаты страны Александр Бричалов провел онлайн-конференцию с дальневосточниками, членами региональных отделений Общероссийского народного фронта, также опоры России и общественных палат по проблемам развития и поддержки малого и среднего бизнеса во всем макрорегионе. Продолжит тему наш корреспондент Юлия Михайлова. В случае принятия закона именно в таком варианте крупный бизнес получит существенные налоговые послабления. В проекте закона о торах малый бизнес оказался практически за бортом. А сегодня ведь именно мелкие предприниматели, по сути, поддерживают экономику регионов Дальнего Востока. И вот какие предложения прозвучали, в частности, от Якутии. Самое главное, это вопрос условий реализации проекта по развитию строительства электрических сетей с выходом на Иркутскую и Амурскую область. Что это нам позволит? Это определить минимальный размер тарифов на электроэнергию, как существующий в настоящий момент в Иркутской области, который значительно ниже. Это 0,5 копеек до 1 рубля за киловатт. В Якутии это средние расчеты 2 рубля 98 копеек и до 4 рублей 25 копеек. Якутяне настаивают также на упрощении условий для участия малых предприятий в разработке небольших месторождений. Сейчас что в золотодобывающей промышленности происходит? В основном разрабатывают большие месторождения, и это крупные, как правило, предприятия. А вот такого для инициирования как раз участия малого бизнеса, в разработке месторождений, особенно мелких, и месторождений сейчас, которые очень сильно обсуждаются, вот техногенные месторождения, так называемые. Когда вот эти инициативы они идут, они очень много препонов встречают при реализации своих проектов. Это прежде всего это касается закона о недрах. Закон о недрах говорит, что мало-мальски какого-то месторождения, если хочешь разрабатывать, ты должен запустить геологоразведку, там буровые станки и так далее, привести в запас, а потом только его разрабатывать. Да? То есть это для мелких предпринимателей очень сложная задача. Пока общественные организации Дальневосточного федерального округа предложили создать рабочую группу, чтобы в новом законе, призванном поднять экономику всего Дальнего Востока страны, никого не забыли. Юлия Михайлова, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха».